Чем вам запомнился уходящий 2015 год? Ой, сложный вопрос. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Кризисом. Не знаю, ничем. Да ничем, все как обычно. Не знаю, у меня ребенок в школу пошел. Свадьбы, у меня свадьба была. Не знаю, вроде все позитивно было. Все хорошо. Всё Ничего хорошо. вас не волновало, не тревожило? Да нет. Нет, даже не могу сказать. Моей дочери исполнилось 18. Ура, она уже взрослая. Абсолютно ничем. Тем, что я переехал из этого прекрасного города в Киров и стал скучать по этому городу. Всем хорошим. Только хорошим? Да. Может, у кого-то были какие-то события там в этом году. У меня все было как обычно. У меня юбилей был в октябре. Ну, тем, что он был благополучным, хорошим и всегда с хорошим настроением. Я пенсионер, я не могу сказать тоже. Внучка у меня появилась. Вот, а так в основном ничем. Запомнился у нас на работе события. Мы переехали в новое место. На окраине города были на орбите, теперь в центре работаем. Россия показала себя то, чего она стоит, во-первых, самое главное. И что нами нельзя больше руководить или управлять. Хороший у меня сын родился и растет, все живы-здоровы. А из плохого цены растут, кругом враги, война и бесперспективное будущее. Нашими посадками в уходящем году правительство. Ну, посадили у нас всю власть. Вот этим и запомнился. День Победы, праздник. Ну, прежде всего, это кризис. Как бы на семейный кошелек это повлияло. Только плохим. У меня этот год был очень неудачный. Кризисом, отставкой и вообще ничем хорошим. Политикой, много политики очень было. Всякая там война, все такое. Но зато меньше было каких-то треволнений вот уже внутри семьи. Сокращением моего предприятия как бы особо хорошего ничего в этом году у меня не случилось. Поэтому до сих пор работу не нашла. Год был насыщенный, плодотворный. Я на работу устроился. И женился, и вообще все нормально.